10 марта средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,53 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-35 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,53-45 до 11,60 сомони, 1 российский рубль от 0,1435 до 0,1440 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на безрисковости настроения вслед за фондовыми рынками и в ожидании продолжения ужесточения монетарной политики в США. Цена на нефть марки Brent составила $81.12 за баррель, марки ВТИ $75.12 за баррель. Стоимость золота в пятницу утром стабильна на уровне чуть ниже $1835 за тройскую унцию. Рынки ожидают публикацию макростатистики из США. Инвестиции в человеческий капитал имеют наивысший приоритет для Всемирного банка в Таджикистане. Об этом заявила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерди в минувший вторник в Душанбе на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Она отметила, что в этом году ожидается финансирование 3 новых проектов, ориентированных на образование, здравоохранение и социальную защиту, чтобы помочь стране построить более инклюзивную и устойчивую экономику, сказала она. На встрече также присутствовали региональный директор по Центральной Азии Татьяна Проскурякова, региональный директор по инфраструктуре Шарль Кормье и глава представительства в Таджикистане Озам Севимле, сообщается на официальном сайте Всемирного банка. Помимо встречи с президентом Таджикистана, членами правительства, Бьерди совместно с министром финансов республики Файзидином Кахурзода посетила Васейский район Хатлонской области, где они запустили новую систему водоснабжения, реабилитированную при поддержке проекта «Сельское водоснабжение и водоотведение». Этот проект финансируется за счет гранта Международной ассоциации развития в размере $58 миллионов, направлен на улучшение водоснабжения и санитарии в южных районах Хатлонской области. В Донгаре делегация посетила Хатлонский государственный медицинский университет, который входит в число 26 высших учебных заведений Таджикистана, получающих поддержку в рамках проекта высшего образования, финансируемого Всемирным банком. В настоящее время Всемирный банк финансирует 25 проектов в Таджикистане на общую сумму около $1,6 миллиардов. В целом же с 1996 года Всемирный банк предоставил более $2,7 миллиардов в виде грантов МАР, льготных кредитов и целевых фондов для Таджикистана. Более 8,1 миллиона тонн грузов перевезено всеми видами транспорта в Таджикистане за первый месяц текущего года, что на 6,6% больше аналогичного периода прошлого года. Наземный транспорт занимает основное место по перевозке грузов, удельный вес которого составляет практически 100% от общего объема перевозок всеми видами транспорта. По данным агентства по статистике при президенте страны, за отчетный период автомобильным транспортом перевезено более 7,6 миллионов тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объема грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился на 5,3%. Железнодорожным транспортом перевезено 549,1 тысяча тонн грузов, что на 28,1% больше к уровню соответствующего периода прошлого года. Таким образом, на долю автомобильного транспорта приходится 93,3% от общего объема грузов, перевезенных всеми видами транспорта, сообщает статведомство страны. Центральноазиатский торговый инвестиционный энергетический форум 2023, состоявшийся в Лондоне 2-3 марта, собрал представителей правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, международных финансовых институтов и деловых кругов. Как сообщает Всемирный банк, участники форума обсудили взаимосвязанные вопросы энергетической безопасности, декарбонизации и экономического роста. Целями форума является развитие более эффективных механизмов региональной торговли электроэнергией и определение скоординированных действий по улучшению регионального сотрудничества и обеспечению перехода к углеродно-нейтральной экономике. По предварительным оценкам, до 2030 года Центральной Азии потребуется около $20 миллиардов США в виде инвестиций в сектор энергетики, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику.
а также модернизации национальных и региональных электросетей, что улучшит взаимосвязанность сетей и возможности для региональной торговли. Создав благоприятные инвестиционные условия, страны Центральной Азии смогут привлечь значительное финансирование для развития энергетики, чтобы она стала двигателем зеленого экономического роста, считает Чарльз Кармье, директор Всемирного банка по вопросам инфраструктуры в регионе Европы и Центральной Азии. С целью привлечения инвесторов и снижения общих затрат на переход к чистым источникам энергии, каждой стране необходимо ускорить реформы, направленные на расширение использования возобновляемых источников энергии и укрепление доверия инвесторов касательно надежности торговли электроэнергией между странами. Для решения этих задач странам региона потребуется улучшить управление и прозрачность сектора энергетики, обеспечить его финансовую жизнеспособность при сохранении доступности услуг для уязвимых групп населения, расширить объемы региональной торговли электроэнергии, а также обеспечить финансово эффективное развитие энергетических систем в регионе.